Это актуальное интервью в студии. Петр Васильев. Здравствуйте. Освоению Севера, в том числе и промышленному, сейчас уделяется большое внимание. Но у любой медали две стороны. Северяне занимаются оленеводством, а значит нуждаются в пастбищах, и кроме этого рыбачат и охотятся. При этом в наших недрах чуть ли не вся таблица Менделеева. И в этой связи до принятия решения о реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности в местах традиционного проживания коренных народов необходимо проведение этнологической экспертизы. Что такое этнологическая экспертиза и самое главное, почему она так важна сегодня, мы об этом и поговорим. Наш гость в студии Михаил Погадаев, заместитель министра по развитию Арктики и делам народов Севера Республики Саха-Якутия. Михаил Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Начнем с главного. Что такое этнологическая экспертиза и почему она сегодня так важна? Я, пожалуй, начну с того, что вообще в условиях интенсивного промышленного освоения в нашей республике, вообще на севере, особую актуальность приобретают вопросы взаимодействия между промышленными компаниями и коренным населением, в том числе коренных малочисленных народов Севера. Вообще нужно сказать, что у государства особое отношение к коренным малочисленным народам Севера. И нас часто спрашивают, а почему именно к коренным малочисленным народам такое внимание со стороны государства? Мы говорим о том, что в силу их малочисленности, особой уязвимости, они не имеют возможности контролировать свою судьбу, то есть они не представлены в парламенте, в правительстве, не контролируют бюджет. То есть развитие этих народов нуждается в государственной поддержке. Поэтому в нашей стране действует позитивная дискриминация, и в соответствии с Конституцией Российской Федерация гарантирует права коренных малочисленных народов Севера в соответствии с международными нормами. Ну и есть еще одна статья в Конституции о защите исконной среды обитания, это 72-я статья, и в которой говорится, что в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации находятся вопросы защиты исконной среды обитания. И вот как раз здесь мы подходим к этнологической экспертизе. Когда компании приходят на территории проживания малочисленных народов, вообще коренных народов, в нашей республике принят закон об этнологической экспертизе. То есть они должны провести этнологическую экспертизу, то есть провести оценку воздействия на коренные народы и постараться минимизировать это воздействие. И, соответственно, должны провести экспертизу своей проектной документации для того, чтобы в этой документации были предусмотрены меры, во-первых, минимизации ущерба, во-вторых, если наносится убыток, то возмещение убытков, ну и разработка программ развития коренных малочисленных народов Севера, и также заключение соглашений с органами местного самоуправления. Вот что такое этнологическая экспертиза. То есть правильно я понимаю, что проведение этой экспертизы – это инициатива государства? Да. Или все-таки выступали и сами представители КМНС? Вообще история принятия этого закона, конечно же, участвовали в этой работе и сами коренные малочисленные народы Севера, и наука, и государство. То есть все вместе. У нас в республике подход такой сложился, что мы по государственному смотрим и считаем, что любой ущерб, он должен быть возмещен. Соответственно, когда компании заходят на земли коренных народов, они должны, во-первых, соблюдать законодательство, природоохранное законодательство, это защита окружающей среды, во-вторых, соблюдать интересы и права тех жителей, которые находятся на этих территориях. Ну и, соответственно, помогать, поддерживать этих людей и участвовать в социально-экономическом развитии этих территорий. Михаил Александрович, а сколько на сегодняшний день подобных экспертиз уже провели в нашей республике? В нашей республике проведено 57 этнологических экспертиз по многим объектам, в том числе таких крупных объектов, как газопровод «Силы Сибири», по линии Роснефти, Роскосмос, Полиметалл и так далее. Много компаний, которые проводят этнологическую экспертизу. По итогам экспертизы эксперты рассматривают документы, и по итогам экспертизы компании предусматривают, во-первых, они должны разработать программу по минимизации ущерба, как я сказал, программы по комплексному развитию коренных малочисленных народов Севера, предложить возможности подписания соглашений с муниципальными образованиями. Ну и, конечно же, возместить ущерб, который нанесен исконной среде обитания малочисленных народов. И, соответственно, этот ущерб, он возмещается непосредственно общинам коренных малочисленных народов Севера, хозяйствующим субъектам, на территории которых работает данная компания.
Вот вы сказали, 57 уже проведено экспертиз. Я уверен, что в любом случае есть прецеденты, когда компании выплачивали определенные суммы компенсации. Вот какую самую большую сумму? Ну, вообще нужно сказать, что на данный момент общий размер оцененных убытков составляет 1 миллиард 201 миллион рублей. То есть компании, которые провели аналогичную экспертизу, они выплачивают эти компенсации. Вот на сегодняшний день выплачено порядка 350 миллионов, еще 450 миллионов предстоит выплатить, но там растянуты по годам эти выплаты, поэтому общины получают, допустим, ежегодные выплаты как компенсацию ущерба. То есть эта компенсация она идет напрямую же общинам, тем, кто обитает на тех территориях? Да, мы отдельно заключаем соглашение между компанией и общиной о возмещении ущерба, и компания выплачивает эти компенсации нашим общинам. А существует ли какая-нибудь ответственность, если, допустим, компания отказывается проходить подобную экспертизу? Да, в нашей республике в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях предусматривается ответственность за непроведение этнологической экспертизы, а также за нарушение режима территории традиционного природопользования. Соответственно, есть ответственность и физических лиц, должностных лиц, а также юридических лиц. Вот. И эту работу проводят районные административные комиссии, и также переданы полномочия по составлению протоколов об административных нарушениях по вот этим статьям 4.8 и 4.9 органам местного самоуправления. То есть глава, наслега и так далее может составить протокол, если компания, которая зашла на их территорию, допустим, не контактирует, не извещает о том, что они будут вести деятельность и не проводит этнологическую экспертизу, то, соответственно, муниципальное образование может привлечь к административной ответственности, и дальше мы уже ведем работу с тем, чтобы компании все-таки провели этнологическую экспертизу. А существует вот сегодня опыт утверждения отрицательного заключения по вот такой экспертизе? Да, у нас в республике имеется такой опыт. Одна компания – это «Титан Автотрейд», которая в Нерюнгринском районе у села Янгора возле водозабора добывала золото. Вот по ней у нас было принято отрицательное заключение. Ну и также компания «Прогноз», это в Кобяйском улусе, там просто несоответствие было проектной документации, вот именно оценка воздействия на этнологическую среду. Поэтому они сейчас подали на повторное проведение этнологической экспертизы. Но нужно сказать, что вот мы проводим работу со многими нашими ведомствами, да, это Министерство промышленности и геологии, Якутнедра, природоохранная прокуратура, прокуратура Республики Саха-Якутия. И вот совсем недавно, когда приезжал заместитель генерального прокурора Российской Федерации Дмитрий Викторович Демешин, также в том числе был проведен круглый стол по правам малочисленных народов, на котором в том числе рассматривалась проблема непроведения этнологической экспертизы, ну и вообще взаимодействия промышленных компаний и коренных народов, потому что в этой сфере еще есть очень много острых вопросов, некоторых проблем, которые необходимо решать. А как вот сами представители КМНС реагируют на подобного рода экспертизы? Ну, коренные народы участвуют в проведении этнологической экспертизы. Во-первых, нужно сказать, что это процесс. То есть это процесс диалога между коренными народами, промышленными компаниями и государством. То есть мы в диалоге вместе рассматриваем вот эти все документы, и у них есть возможность выступать как и в процессе опросов, социальных каких-то опросов, да, общественных обсуждений этих проектов. Также они принимают активное участие в самой правительственной комиссии по этнологической экспертизе. То есть есть у них право голоса выступить и сказать, что вот нас не устраивает тот или иной проект, тот или иной подход или компания, да, то есть и уже вносят изменения в проектную документацию. То есть они очень активно участвуют. Есть, конечно, много еще пока вопросов, нужно эту процедуру совершенствовать. Вот чем мы и будем заниматься. Михаил Александрович, а какие конкретные меры или программы могут быть разработаны уже на основе по результатам этой экспертизы? Ну вот я как сказал, компании предлагают разработку своих программ, да, то есть они предусматривают финансирование по развитию вот этих территорий или самой общины. Вот у нас есть такие примеры, допустим, в Южной Якутии, когда там угольная компания напрямую заключает соглашение с общиной и участвует в развитии изгородного оленеводства. То есть они порядка 200 миллионов рублей выделяют на то, чтобы создать базу, инфраструктуру для развития оленеводства. И это конкретная помощь общине для того, чтобы она продолжала вести традиционную хозяйственную деятельность, развивала ее. Вот. Есть другие примеры, когда компании разрабатывают программы, например,
по минимизации ущерба. Это когда строительство изгородей, маршрутных домиков для оленеводов там, и так далее. То есть разные программы, в том числе есть программы по сохранению языков, культуры коренных малочисленных народов севера, когда в том числе крупные компании, как Алроса, например, да, выделяют средства на различные программы по поддержке этнической культуры коренных малочисленных народов севера. Вот. И также бывает, что компании заключают соглашения уже непосредственно с местными органами самоуправления и оказывают поддержку там, на строительство социальных объектов, каких-то школ, там, детских садов и так далее, да, или каких-то объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры. Ну, то, что необходимо вот этим именно местам традиционного проживания коренных малочисленных народов севера. То есть формы, они достаточно различны. У нас также действует постановление правительства Российской Федерации о возмещении убытков номер 1488, в соответствии с которым компании заключают соглашения напрямую с общинами. Михаил Александрович, ну, в заключение, вы отметили, что программа будет развиваться. Вот какие планы? Ну, вообще мы планируем сфокусироваться сейчас на мониторинге этнологической экспертизы, потому что много уже экспертиз проведено, и мы должны отмониторить, соблюдают ли компании взятые на себя обязательства, выплачивают ли они компенсации и так далее. Да? Потом нам надо все-таки совершенствовать саму процедуру, то есть сделать ее проще и легче и для промышленных компаний, и для коренных народов, да, чтобы всем участникам процесса было проще. И также мы планируем совершенствовать методику расчета убытков, вот, и вести работу с теми компаниями, которые не проводят этнологическую экспертизу. Здесь, конечно, работы очень много. Это работа с районами, с нашими наслегами, с промышленными компаниями и с надзорными органами. Ну, я уверен, что благодаря работе этой программе и права как и представителей КМНС, так и промышленников будут соблюдены. Михаил Александрович, спасибо, что пришли к нам в студию и ответили на наши вопросы. Спасибо. Это было актуальное интервью. До новых встреч.